Металлоискатель реагирует, значит внизу что-то есть. Показания на приборе фиксируют, что на глубине около 20 сантиметров зарыт некий металлический предмет. Для того, чтобы окончательно удостовериться, немного вскопав землю, в этом месте еще пару раз проводят устройство. Спустя какое-то время поисковики нашли первый след времен Второй мировой войны. Очистив предмет от земли, поисковики определили, что это обломок фюзеляжа самолета. В годы Великой Отечественной он был подбит на подступах к Малгобеку. Это ценная находка, но впереди еще много работы. Раскопками в холмистой местности занимаются поисковые отряды из Ингушетии, Пермского края и Астраханской области. Работы в основном ведутся при помощи металлоискателей, поверхностных глубинников, специальных щупов и лопат. Если сигнал проходит какой-то, определяется место. Находятся какие-то вещи, либо гильзы, либо личные вещи бойцов. То есть уже по ним можно понимать, что здесь, возможно, находятся останки человека. Начинается уже вскрывать грунт. Шурфимся, смотрим, если есть окопы, их проверяем, стараемся вскрыть, посмотреть, что там было. Если гильз много, на стрел попадается, соответственно, был какой-то бой, значит, были какие-то потери, значит, можно уже поработать более поглубже, посерьезно. Совместно с поисковиками из других регионов здесь работают и члены поискового отряда «Патриот». Из рассказов старшего поколения они знают, что на этом хребте был сосредоточен Малгобекский оборонительный рубеж. Место прострелочное, и в 42-м здесь проходили ожесточенные бои. Багаудин Хаматханов занимается поисками уже 3-й год. Каждая новая находка придает сил идти дальше, признается он, хотя опасность может быть на каждом шагу. Техника безопасности халез, чуалар бол везус. Так, якын сама жедук, йокшле так. Так, царях так, бог ардуал чханы, полностью техника безопасности, масняшцы, киргизжады, мотиглелюх. Эге кести, сдулар бол везу. Да, хо кядулар, кядлуш хамдас. Поисковые работы ведутся в рамках военно-патриотической акции «Вахта памяти. Малгобекский рубеж-2021». Официальное открытие состоялось накануне, а уже сегодня поисковики из разных регионов страны ищут останки солдат, доблестно защищавших свою отчизну. Работая сообща, поисковые отряды обмениваются опытом и вносят весомый вклад в это благородное дело. К вечерней памяти погибших защитников Отечества. Это очень важно, потому что много людей, которые без вести пропали. Есть много людей, которые знают последнее, где они последний раз сражались, и все, больше ничего не знают. И поэтому то, что хотя бы знать, где захоронен человек, их родственник, их дед, их прадед, куда прийти, чтобы помолиться, почтить память, это очень важно, мне кажется. Вахта памяти будет длиться еще 5 дней. В рамках военно-патриотической акции пройдут уроки мужества, ежедневные выезды на места раскопок, экспедиции, а в заключительный день запланировано торжественное перезахоронение найденных бойцов. Микаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.